Здравствуйте! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио ТТИМ, национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Ольга Степановна и Максим Владимиров. Сегодня в студии ведущая я, Бурдкова Ольга, дефектолог, логопед, волонтер регионального отделения «Общее дело», член регионального общественного движения «Трезвая Якутия» и руководитель проекта «Парадигма трезвости». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл лекций про трезвость и хочу представить наших гостей. Комиссарова Валентина Иннокентьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Врач-терапевт, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия, профессор Международной академии трезвости, магистр филологии. И Сидоров Алексей Михайлович. Здравствуйте. Предприниматель, представитель общественной организации Совета отцов города Якутска, учредитель Якутского регионального общественного движения по пропаганде ЗОЖ «Трезвая Якутия». Уважаемые телезрители и радиослушатели, обращаюсь к вам. У нас в ходе эфира работают телефоны, и я их назову. 8 411 32 00 66 и 32 11 66. По ним вы можете задавать вопросы или поделиться своим мнением. Мы разбираем закон трезвости Карла Георгиевича Башарина о том, что трезвость – это полная свобода от алкогольного, табачного, наркотического программирования и фактических отравлений. Ясное и четкое отражение головным мозгом окружающей действительности, естественное, творческое и единственно разумное состояние всех живых существ, человека, семьи, общества, государства, всего человечества в целом. Нарушение этого закона ведет к вырождению или гибели живых существ и их потомства, включая и человеческое сообщество. И на прошлых эфирах вначале мы познакомились с Карлом Георгиевичем Башариным, с его наследием. И на предыдущем эфире мы остановились конкретно на влиянии с физиологической точки зрения алкоголя на организм и почему же происходит программирование, вообще что такое программирование. А сегодня мы остановимся на следующих аспектах закона трезвости. Первый аспект. Трезвость – это ясное и четкое отражение головным мозгом окружающей действительности. Второе. Трезвость – это естественное, творческое и единственно правильное природосообразное состояние для всех живых существ. И третье, рассмотрим взаимосвязь между трезвостью человека и обществом, семьи, общественными организациями, общественных каких-то окружений, государства и человечества в целом. Итак, почему же трезвость и свобода других видов мании – это ясная работа мозга? Вот хочется на этот момент посмотреть с физиологией, с физиологической точки зрения. Ну и, наверное, Валентина Иннокентьевна, с вас начнем. Спасибо. Всем доброго вечера. Мы знаем великого нашего ученого, великого академика, хирурга Федора Григорьевича Углова, который говорил о том, что наш мозг – это все наше богатство и неповторимость. Почему он так говорил? Потому что человек, живя в окружающей среде, которая постоянно меняется, должен адекватно реагировать на любую ситуацию. Он должен быть к этому готов, а это достигается только благодаря слаженной работе всех отделов головного мозга. И вот такая работа, гармоничное его состояние головного мозга, при которой очень отлаженно связываются друг с другом все нейроны всех отделов и обеспечивает правильное поведение. Благодаря чему? Благодаря ясному восприятию реальной окружающей среды, острому вниманию, хорошей памяти, быстрому мышлению и быстрой реакции организма. А это все функции именно головного мозга. И это состояние можно даже назвать состоянием трезвости, которое достается нам как природный дар, даром от наших родителей, от природы. Поэтому нарушение этого состояния, в частности, поступлением алкоголя, любой дозы при этом, это сильно нарушает, сразу же вызывает сбой в работе всех нейронов.
Ну, благодаря чему об этом уже говорилось на наших уроках. Это гибель множества клеток головного мозга из-за гипоксии. И при этом еще выброс, как бы незаконный, можно сказать, выброс гормонов радости и расслабления. Это, например, дофамин, первый гормон вознаграждения, который природой, в общем-то, предназначался для того, чтобы вознаграждать человека удовольствием за какие-то достигнутые успехи. Но тут легко и просто выпил и получил. Потом гамма-аминомасляная кислота является гормоном торможения, вызывает расслабление приятное, человеку кажется, что все проблемы исчезли. Но парадокс в том, что вот при этом гибнут эти клетки, повреждаются нервные отростки, которые обеспечивают вот правильную связь между всеми нейронами. И человек искренне считает, все это относит за счет волшебных свойств принятой дозы алкоголя, хотя это, можно сказать, взлом его же гормональной системы, взлом его энергетических ресурсов. Угу. В принципе, вот физиология такая, ясного состояния головного мозга при трезвости. Ну, я бы немножко хотел Да, добавить. Вообще, даже такой тост интересный существует, да, прожить много лет там в трезвом уме, там, с хорошей памятью, и давайте будем употреблять. Но по правде, что происходит? У нас психическое здоровье и физическое. И, конечно, психоактивные вещества, психическое здоровье у нас важнее физического. То есть человек может быть физически здоровый, но у него будут какие-то мысли, какие-то действия, и он, конечно, не будет даже в обществе, и таких людей изолирует. Вот. Но смысл-то в чем? В старости с людьми происходит та же деменция, нарушение работы вестибулярного аппарата, потеря речи, даже вот при нарушении, это очень хорошо заметно у стариков, нарушение работы головного мозга. Употребляя психоактивные вещества, у нас просто элементарно склеиваются эритроциты, нарушается работа головного мозга, и мы просто этот процесс ускоряем. То есть те люди, которые злоупотребляют, они просто уже ведут себя как вот эти люди, у которых уже нарушается это. И игры, я с вами абсолютно, конечно, согласен, и это все верно, игры с работой, с процессами, ну, если говорить электронным языком, да, сейчас у нас везде программы, везде компьютеры, мы недавно перенесли коронавирус, где был абсолютно здоровый организм, но нарушение логики работы в этом организме приводит к выведению организма и к болезням, и все. То есть организм здоровый, но каждый орган здоровый, но логика работы, регуляция, да, и все. И вот у нас это приводит. И когда мы начинаем употреблять психоактивные вещества, мы как раз балуемся вот этой штукой, мы происходим, и это не приводит ни к чему хорошему, как вы уже сказали. Вот, и поэтому нарушение, самое главное, игры с головным мозгом, который до конца не изучен. И что у нас мозг? Мозг — это, как вы правильно сказали, это основа развития вообще всего. Это наше самое основное большое богатство, это разум. И человек, он просто якобы идя за радостью, за счастьем, дофамином. И причем вы тоже правильно очень хорошо сказали, хочется добавить то, что у человека, который постоянно систематически начинает злоупотреблять, он теряет возможность вырабатывать дофамин, собственные радость, гормоны, собственные гормоны, да. То есть зачем человек ждет, да, человек ждет вечера, ждет выходных для того, чтобы принять, потому что в обычной жизни, проснувшись рано утром, посмотрев на солнышко, он уже не может вырабатывать вот эти гормоны радости и счастья. Вот, и поэтому, да, конечно... оно практически как бы незаконно получая вознаграждение. Ну, да? да. Ага. При этом еще, ой, что-то хотела сказать и забыла. И, конечно же, организм потом требует все более ярких, да, Да. все более быстрых.
И человек попадает в замкнутый круг, он, с одной стороны, чувствует себя несчастным, они считают, что алкоголь, он как бы восстанавливает, релаксирует, дает радость, и они все больше, больше постепенно, вот, и это все переходит в хронические формы, и человек не может вырваться, он не понимает, он чувствует себя в обычной жизни несчастным, и он не может радоваться жизни, и это уже складывается на мужчинах, допустим, как на его профессиональных качествах, то есть в будущем ему очень сложно как-то найти в семье. Но это у нас третий вопрос, я думаю, мы к этому подойдем. Ну да, мы еще его разберем. И знаете, вот буквально недавно я очень много обучаюсь и слушала одно видео, и там такую штуку рассказывали, что вот когда мы смотрим, в общем-то, мы же смотрим глазами, а видим-то мы мозгом, да? И, конечно же, наши глаза видят больше, чем нужно это мозгу. И мозг потом уже просто достраивает какую-то картинку. Так вот, опять-таки, да, когда отравляясь вообще любыми веществами, да, и нарушается работа вот этих клеток в головном мозге, то картинка становится неадекватной. То есть какая-то искаженная. Да. Искажение сознания, поэтому они называются психоактивными веществами. При этом хотел добавить еще вот о чем. Собриология, наука о трезвости, она вся как бы базируется на учении Ивана Петровича Павлова, великого физиолога, который еще тогда заметил, что все реакции, все рефлексы замедляются у собак, если их немножко подпаивать какими-то малыми дозами алкоголя. И он правомочно считал, что так же происходит и с человеческим организмом. Поэтому очень боролся за то, чтобы изъять из фармакологической промышленности спирт как таковой, вообще не использовать в лечении людей, изготавливая лекарства. То есть без опасных доз алкоголя нет, это известно со времен Ивана Петровича Павлова, и многократно подтверждалось экспериментально и современными учеными. Вот как раз 30 лет исследовали и завершили в 2017 году такие масштабные исследования. И пришли к выводу, что даже вот регулярное умеренное употребление алкоголя ослабляет все функции головного мозга, в первую очередь память и скорость реакции. Ну вот прям вообще здорово, вы сейчас подвели нас ко второму пункту, да, это вот то, что в законе у Карла Георгиевича говорится, что трезвость — это естественное, творческое и единственно правильное состояние. Нередко слышишь, да, что люди каких-то творческих профессий, да, им надо травануться, чтобы выйти на какой-то новый уровень сознания. Ну, это тоже некая такая обманная история, да, им кажется, что они стали более изобретательны, более яркие, вдохновенными, да? Более, да? Да, и вот, вот как вы считаете? Ну, как влияет алкоголь на творчество, это интересует очень многих и продолжает волновать, до ныне, да, всех. Многие гении, даже многие таланты заблуждались, думая о том, что им помогает творить и что-то там писать или создавать, именно вдохновение, вызванное алкоголем. И приводят пример Хемингуэя, того же самого Джека Лондона, из наших там Высоцкого, Шолохова, Твардовского и так далее. Но, тем не менее, можно задаться вопросом, а чем они кончили? Так ли уж были они счастливы и здоровы в своей жизни? И вот если взять Хемингуэя, он 61 год застрелился, сильно страдал депрессиями. Дальше, значит, Джек Лондон, уже в 28 лет он был алкоголиком и писал, что мозг стал бесплодным. Воображение иссякло, вот признается, благодаря употреблению алкоголя. Потом он перешел еще и на наркотики, и в 40 лет или в 41 он умер от передоза морфия. Ну, надо отдать ему должное, потому что он в последней повести «Джек. Ячменное зерно» он изложил все коварство алкоголя, которое разрушило его жизнь, предупреждая потомков, можно сказать, да,
что нельзя этим баловаться. Возьмем Высоцкого как классический пример, да, тоже в 40 или в 41 от передоза, нет, в запое он умер, потому что до этого он был, конечно, и от того, и другого зависим, но как кто-то ему посоветовал, что вот можно от наркомании избавиться, перейдя на алкоголь, но увеличив дозы. Вот ушел в запой и скончался от сердечной недостаточности, да. А мог бы творить еще долго-долго, конечно, да. Угу. Также ушли из жизни очень подающие надежды хорошие поэты, великолепные, это как, например, Геннадий Шпаликов. Вот можно сказать, ну, как бы, кстати, будет вспомнить о том, что в Москве перед зданием ВГИКа стоит великолепный памятник 3 выпускникам ВГИКа. Это Тарковский, это Шпаликов и Шукшин. Ну, как определившим судьбу кинематографии второй половины XX века. То есть настолько его творчество было потом оценено, к сожалению, после смерти, а он в 37 лет, нет, 30, накануне 35-летия утонул в Байкале, тоже будучи в пьяном, ну, подпитии хорошем, да. Ну, и этот список можно продолжать. И здесь еще хочется отметить вот такой момент, что вот эти, чем талантливее писатели, тем крупнее их вклад, можно сказать, да, в программирование людей в отношении к алкоголю. Потому что они все говорили о том, что они творят благодаря алкоголю, и их произведения зачастую тоже залиты вот сценами алкоголя употребления. Вот эта тема, мотив вина в русской литературе я изучала в магистратуре, которую закончила в прошлом году. И там выявила, что ну, на самом деле Русь была-то изначально трезвой страной, об этом уже говорилось много раз, да? И это влияние западной цивилизации опять-таки оказывается, когда в XVIII веке наши поэты, великие русские, хорошие, они увлеклись переводом анакреонтической поэзии, это древнегреческая и так далее. Да? Там основной мотив вот, воспевание вина Бахуса. Стали им подражать потом в своих творениях и те же самые Карамзин и так далее, да, и воспитанный на этих стихах, на этих произведениях Пушкин продолжил ту же линию. И, например, вот в Евгении Онегине вино является как бы очень важным второстепенным членом этого произведения. Он там восхваляет его, воспевает его, уподобляет и другу, и любовнице, и чему угодно, да, таким с праздником жизни связывает. Эта же линия продолжилась и нашими советскими поэтами, советскими писателями. Например, Шолохов, очень много сцен там употребления водки в Тихом Доне, да, а в «Судьбе человека» вообще вот как бы умение пить преподносится как такая доблесть русского человека, национальная гордость. Ну, он сам тоже очень сильно пострадал, был алкоголиком хронический алкоголик 3-й стадии, умер от рака гортани и, конечно, от осложнения алкоголизма, сердечно-сосудистая недостаточность. Так, еще вот касаясь этого же Высоцкого, исследователь один из его творчества написал, что за последние годы жизни мало что им написано искрометного, чем была характерна его поэзия. Поэтому надо прийти к такому выводу, что они творили, наверное, не благодаря, а вопреки воздействию алкоголя. Настолько они были талантливы, настолько гениальны. Я их абсолютно не осуждаю за это, потому что программированию поддаются-то все, и все беззащитны. Даже гений, даже очень умный, там, образованный человек, это, ну, мы все люди, да?
Ну да. А настолько вот искажается, да, потом преподносится, и опять-таки немножко коснемся, да, программирования. Этим насыщены и опять-таки и старые фильмы, и современные фильмы, да, как будто бы это действительно какой-то главный персонаж. И здесь в этом плане очень печально становится, что вот вообще какой-то неодушевленный предмет, да, становится центром, его одушевляют и выводят даже вперед. Мы продолжаем в рамках программы «Якутск сегодня» разговор про трезвость. И, Валентина Иннокентьевна, вы еще хотели рассказать немножко. Да. Еще хочется очень вспомнить Алексея Алексеевича Кулаковского, нашего духовного лидера нашего народа и основателя советской литературы якутской. Так вот, у него есть программное произведение «Аргы», «Алкоголь», можно так перевести дословно, а Солоухиным эта поэма переведена как «Оборотень». И там Алексей Кулаковский вот очень мощно раскрывает коварство алкоголя. Он еще тогда предвидел, он же еще является основателем первого как бы общества трезвости в 1904 году. И уже тогда он прямо вот по Шичко разложил вот воздействие алкоголя на организм и человека, и семьи, и общества, и народа в целом. Прямо как вот по закону Карла Георгиевича, да, получается. Это произведение обладает огромной вот такой отрезвляющей интенцией, силой. Поэтому хорошо бы, чтобы оно изучалось, ну, я думаю, что в средних классах школы, в среднем звене. И везде, во всех, в общем-то, учебных заведениях, средних и высших, этому уделяли бы внимание. И еще касаясь уроков литературы, вот, допустим, опять-таки, о русской литературе, которую мы все очень любим и изучаем в школе, ведь там как-то все это проходит мимо. То есть, наверное, нужно объяснять детям, почему вот воспевается вино, только именно благодаря программированию надо бы уточнять, да, и предупреждать детей. И, ну, как бы элементы уроков трезвости вносить во все уроки. Вот, например, литературы и русской, и якутской. Хотелось бы. Да, и вот как раз потихонечку перепрограммировать, да, на нужное и правильное русло. На парадигму трезвости. Да. И, ну, как раз мы вот прям очень плавно подходим ко всем вопросам, да. И третий у нас был раздел, да, это взаимосвязь между трезвостью человека и обществом, в частности и в целом. И вот здесь прям, Алексей, хотелось бы ваше мнение послушать. Плавно будем подходить к этому вопросу. Да. Я хотел бы немножко добавить. Школы школами, заведения учебными, но хотелось бы обратиться к мамам, к женщинам, которые основа воспитания семьи. И вот начать с этого, то, что все в их руках. Я прошел школу приемных родителей. У нас в Якутске с 2012 года есть школа приемных родителей. Зинаида Сафроновна Шахурдина ее ведет. Вот личность у нас, если мы смотрим на зависимость, она, получается, у нас идет из того, какие ценности складываются у личности. И как вот это все обрисовывается, что для человека ценно. И вокруг всего этого потом идет и все выходит в том плане, то, что немножко эгоизма, зависимость, например, компьютерная. Ребенок сидит у компьютера, у него нет никаких целей, у него нет стремления, он просто сидит и играет, и сколько хочет, без ограничений. Но если в семье заложена целеустремленность, понимание, зачем ребенок живет, то что он должен обучаться, у него уровень ответственности. И вот эти ценности все обрисовываются, к сожалению, до 5 лет, это по Толстому, это из тех курсов все рассказывается, то, что основы личности до 5 лет, а у нас до 5 лет, ребенком как бы сильно же не принято заниматься. Вот. И вот это вот немножко вот такие, скажем, педагогические упущения. Якутия у нас создала закон об ответственном родительстве
самая первая в России. Вот хотелось бы тоже об этом сказать. И, конечно, вот такие школы нужны, и нужно вот это обучаться. Почему? Потому что вот эти все основы, как мы говорим, программы, да, у нас ребенок рождается, и родители ему дают жизнь, но с этой жизнью идеального ничего нет, они дают и комплексы. Ну, Первая рюмка, увиденная в семье, в руках родителей, это та же самая программа. Основа программирования. Да, основу программирования мы получаем. К нам приехала как-то семья с Сербии приемная, и я им задал прямой вопрос. Почему у меня успешные мужчины, которые там 40-45 лет, имеют семья, работа, все хорошо, все отлично, они начинают злоупотреблять алкоголем? Они говорят, программа. Программа успешности, то, что жизнь удалась, вот это есть, и постепенно Можно все это выдохнуть, входит. Да, и получается уже, и вот с этим программированием, и основа получается то, что иногда женщины говорят, а где же у нас мужчины? Так мужчины откуда берутся? Это же все идет воспитание. Вот. И слово честь, совесть, вот эти все ценности, любовь к родине, любовь к своим предкам, я с вами абсолютно согласен. Достаточно полистать семейный альбом, посмотреть свои гены и понять то, что не выпивали, не было, чтобы мы не были как индейцы в Америке, да, чтобы кому-то было выгодно нас уничтожить. Вот. Чтобы это понимая, суметь побороться с самим собой, потому что в нас живет и хороший, и плохой, и ленивый, и трудолюбивый. Да. И именно работа над самим собой, она предопределяет. Но это все идет из семьи. Мама мне когда-то говорила, самый дешевый работник — это алкоголик. Человек, который у нас было в советское время, везде пузырь. Да. Что-то надо, пузырь. Это пузырь, это вот это все. В качестве валюты, да. И в это время, конечно, это все как-то маленько откладывается. Конечно, к трезвости я стал идти и воспринимал трезвость сначала как инструмент. То, что, ну, я предприниматель. Самый дорогой ресурс, который есть у человека, это время. И это время главное правильно распределить для того, чтобы мы смогли создать, как мужчины, мы должны создать безопасность для семьи, потом мы должны зарабатывать средства, содержать, быть основой развития и основой семьи, да, там домашний очаг — это женщина, а внешняя политика и финансы — это мужчина. И, конечно, мужчина должен быть в первую очередь стабильным. Стабильным во всем, в работе, в доме, все. И, конечно, когда возлияние алкоголя — это какое-то время, потеря на какое-то время, вот как мы говорили, в связи памяти, там еще чего-то, психического воздействия, человек теряется где-то, и это уже нестабильность. Обычно первым врагом разрушения семьи является алкоголь. Я его вообще люблю, но вот он иногда выпивает, и это носит систематический характер, и все беды у нас идут, как приемные родители, я скажу, реабилитационные центры у нас полные, раньше называли это праздничные дети. А потом, ну и вот очень много, потом и в дома ребенка детские, как только праздники, к нам привозят детей до 4 лет, там определенное количество, потому что родители не в силах выполнять свои. Это все отражается на обществе, и это нужно тоже нам понимать. И каждый человек, работая и понимая то, что это есть программа, а не его желание, и умея, у нас же получается очень хорошие фильмы «Общее дело», где все это объясняется, где все рассказывается, как любить, для любого как возраста. любить, да, что там 5 признаков настоящего мужчины, что такое любовь, как завести, как завести свою пару правильно, высокий уровень нравственности. И все это инструменты, они все есть, и нужно просто научиться. То есть наша задача, мы вроде бы все знаем, но не понимаем, не умеем пользоваться и не применяем. То есть основная... Не осознаем, может быть, важности. Да, вот важности, да, ценности вот это. И поэтому мы вроде все знаем. Да, трезвость — это вроде бы хорошо, чего. А как им пользоваться? Что делать? Вот трезвость — это инструмент, а потом уже ты с помощью трезвости начинаешь влиять, потому что ты изменяешь мир. Как частный предприниматель ты начинаешь организовывать, что-то делать, приносить пользу людям. У нас конкретно, у меня фирменный центр Starline, мы занимаемся установкой автомобильных сигнализаций, у нас есть дружественный рейтинг, и в этом дружественном рейтинге мы второй раз из 101 центра стран СНГ и России мы занимаем первое место. Ух ты. Вот, то есть у меня парни, они учатся, каждый месяц они сдают экзамены. Я у себя в предприятии пропагандирую. У меня даже один работник, бросив курить и бросив выпивать, выдал за год на 20% производительности больше, чем остальные. То есть вот такие показатели, то, что мужчины должны зарабатывать, и вот эти, сейчас жизнь такая идет, то, что некогда расслабляться, тем более у нас на сегодняшний день СВО,
У нас сейчас от каждого гражданина требуется помощь государству. Мужчина, он должен добиться быть профессионалом. Кто ничего не планирует, тот планирует неудачу. И каждый мужчина, он должен все планировать и стабильно развиваться и работать над собой. И понимая то, что вот есть какие-то, у каждого человека есть комплексы, то, что у нас есть армия психологов, то, что можно работать и делать, и изменять эту жизнь, это как раз вот то, что мы говорим, иметь, владеть и влиять. То есть вот 3 фазы знания. Вот знания не просто так же в Советском Союзе нам говорили, знание, сила, да? Люби свою родину, люби своих родителей. Владелец автомобильного концерна Toyota, он очень любил свою маму, она всю жизнь шила. И он сказал: я вырасту, выучусь на механика, сделаю швейную машинку, чтобы мама не шила вручную. Он сделал завод швейных машинок, а потом стал изготавливать одни из лучших автомобилей. То есть вот здесь вот все идет от простого, от семьи. И хотелось бы это подчеркнуть. Любви. Да, от любви к родине, к любви к маме. И не надо нам ждать от школы, да, то, что она будет воспитывать. Не надо нам ждать от институтов. Нам надо начинать с самих себя, дома, любовь, да, то, что мама с утра там готовит, папа там делает, и все вот это. И умение женщины организовать семью, это уметь жить в коллективе. У нас же очень много однобоких семей. Ну, да. То, что уже требуется работа психолога, как учат нас, как по технологии получается, ребенок, который не имеет одного из родителей, уже требует коррекции. То есть это уже идет. А если это мальчик, а там мама, это тем более уже нужно работать для того, чтобы он был полноценным мужчиной. Вот мы и приходим к тому, что сами отвечаем на вопрос, где у нас мужчины. И женщины у нас, к сожалению, они более активные, чем мужчины. Мужчины заняты, добытчики, они постоянно работают. Вот находясь, допустим, в Совет отцов и в движении «Трезвая Якутия», у нас везде больше общественников женщин. Да. Мужчины, конечно, набирают свой ход. Очень здорово за последние года Совет отцов прям очень много мероприятий сделано. Спасибо большое за поддержку всем, да, вот это все. И вот, конечно, не без малого здесь заслуга, я считаю, трезвости, вот и политики, которая ведется, и администрация, и все вот это. Поэтому я считаю, обществу трезвость, она необходима, это как базовая потребность, это как основа для развития. Фундамент, да. Я тоже вот детям рассказываю про лекцию, допустим, вот, мы все знаем, что у нас дома стоят на сваях. И вот каждая свая — это определенная ценность, которая закладывается в семье. Любовь к родине, любовь к близким, мужская ответственность, умение брать, принимать решения, вера. Вера может быть разная, но она должна быть. То, что человек, без веры он не может быть. И трезвость. И вот достаточно, чтобы вот что-то одно не сработало, и мы получаем народный артист, у нас получается ярко выраженный пример, имея привычку садиться за рулем под шофе, сбивает человека, ему дают 8 лет, сейчас его освобождают, и очень приятно, что этот человек, выходя условно-досрочно, он говорит то, что виной ко всему этому был алкоголь. Вот и все. Сейчас вот, и это, я считаю, потихонечку, то, что сейчас у нас такие жесткие законы, то, что у нас сейчас прямо нет минимальное, получается, наказание за управление автомобилем, это лишение на 1,5 года. Потом во второй раз человек попался, его лишают автомобиля. То есть нужно понимать, что нужно перестраиваться. Если вы правильно говорите, что в советские времена смягчающим обстоятельством в суде было управление там под шофе, там человек, он выпил, он поэтому сотворил. То сейчас это уже совсем другое, и мы сейчас понимаем, что человек, садящийся за руль автомобиля в таком состоянии, становится социально опасным, потенциально убийца. И проще заказать такси, потому что вот мы даже смотрели 200, 300, 400 тысяч взятка гаишникам для того, чтобы пьяным прокатиться. Ну смысл какой? Деньги же так не... Отдайте 5-10 тысяч, и тебя такси всю ночь будет возить, и все, и права будут целые, и люди будут целые. То есть здесь вот вопрос лежит в области пересознания, перевод. И поэтому нужно об этом говорить, понимать и, показывать. Как-то вот так. Ну и также мы проводим трезвые праздники. Юбилей я провел абсолютно трезвый на 140 человек. И то, что можно веселиться. И я рад, что в Якутии у нас есть и трезвые села. И у нас предпринимательство, вот обучение предпринимательству у нас проводится и конференции, и фестивали, съезды. И там сильные мира сего, которые действительно выросли, они пропагандируют трезвость. То есть трезвость — это развитие всего. Согласна абсолютно. И насчет этих трезвых праздников хочу сказать, что вот у нас
родственники тоже собираются на регулярные исыхи через каждые 3 года. И абсолютно вот без этого зелья, да, абсолютно трезвые уже, по-моему, 4-й раз. Ну и тогда и воспоминания там совсем другие. Да, да, практически около 200, даже больше бывает человек и собирается. Поэтому это уже как бы хорошо бы, чтобы все это распространялось дальше. И в этом деле очень важны, наверное, примеры не только вот близких людей, да, но и кумиров каких-то молодежи, и каких-то очень авторитетных таких людей, интеллигенции. Ну, я здесь хочу вспомнить учителя Федора Григорьевича Углова, основоположника отечественной онкологии, это Николай Николаевич Петров. Когда ему предлагали выпить за здоровье чьё-то, он говорил: зачем мне отравлять свое здоровье, выпивая за ваш? И поэтому от него отставали, и не зря, наверное, он был учителем Углова. Такие же авторитеты нужны и в литературе, как Толстой, например, и как Чехов, которые, в принципе, вот через свои... Ну, у Толстого это вообще как общественное движение было, как публицист, он очень много об этом писал. А у Чехова какие-то вот произведения пропитаны темой, что вот дворянство, ну, один из моментов, которые подорвали устои дворянства, это вот пьянство обыденное. Ну, потому что это идет деградация. Про шампанское он вообще говорил, что это такая вообще подальше от него, потому что это позлаченный гроб, полный костями мертвых и всяких нечистот. Ну так немножко с юмором он ему характерно. Чуть-чуть хотелось бы добавить, да, вот если мы смотрим на интересные и развитые, допустим, страны, как Япония, вот у них есть такое понятие икигай. То есть вот зачем человек живет, и они это разбирают. И здесь вот мы говорим про то, что мы хотим развить наше общество, что мы хотим, чтобы мы жили в лучших условиях. Да, у нас самый суровый край, да, у нас тяжелый край, но он экологически чистый, он у нас любимый, он хороший, другого такого нет. Япония, японцы выходят на улицу, мыть улицу, у них дороги с подогревом, квадратные арбузы. И вот этот икигай, то есть они отвечают, зачем человек живет. Они сами себя берут и внутри вот так раскладывают, ковыряют и понимают свою миссию жизни. И здесь, понимая, любя свою родину, мы рисуем, мамы рисуют своим детям, зачем они живут, то, что они вдохновляют их и говорят им, то, что они могут в жизни добиться всего, чего захотят, соблюдая определенные правила и принципы, вот, и давая им возможности. Вот здесь хотелось бы, конечно, чтобы мы все вместе любили свое общество и его изменяли, и понимали то, что вот именно трезвость как основа для развития, чтобы она развивалась, и мы дальше достигали. Якутия очень много делает успехов и в кинематографии. Да, и вот прям сегодня супер идет эфир, да, потому что у нас прям все очень логично. И мы затронули действительно очень сложные, интересные темы, но еще раз хочу напомнить, что трезвость — это основа жизни человека. Благодарю Спасибо за эфир, очень интересный и продуктивный. Да, спасибо всем. Спасибо.